Скажите, пожалуйста, а существует ли уже ответная реакция руководства Беларуси? Существует ли уже какая-то реакция на этот слив? Есть ли уже официально какой-то, ну, не знаю, там, протест или же опровержение? Есть ли вообще хоть что-то, от чего можно оттолкнуться и сказать: смотрите, нет, вот принцип независимой Белоруссии по-прежнему будет соблюдаться, и, возможно, какие-то экономические процессы будут запущены, но ничего независимости не грозит? К сожалению, наше руководство отличается заторможенной реакцией. Тут нужно привести пример и российско-белорусских военных учений, когда просочилась информация о движении колонн танков в сторону Минска, и Министерство обороны только через сутки буквально как-то отреагировало. То же самое и теперь. Внешнеполитическое со стороны официальных властей тоже нет никаких заявлений. Это вся ситуация, что также не было опубликовано никаких документов, чтобы можно было сделать вывод, насколько реально вот те сведения, которые передал коммерсант. Поэтому тут можно опираться только на неофициальную реакцию, и насколько нам известно по нашим каналам, позиция такая, что документов много обговаривалось, подписывалось, даже или готовилось к подписанию и предыдущие годы, и не исключено, что и новые предложения зависнут просто в бюрократической машине, которая будет годами готовить, учитывать правки и так далее. То есть власть рассчитывает, что ее не смогут, белорусскую власть не смогут принудить подписать эти соглашения в ближайшие годы. Юрий, а вы сам как думаете, при желании Путин может додавить Лукашенко, или тот будет сопротивляться до конца? Для Лукашенко это будет политическая смерть. Он прекрасно понимает, что пути в Ростов следом за Януковичем у него нет. Если он туда уедет, то проживет очень недолго. Поэтому он будет до последнего держаться и цепляться за власть тут в Беларуси. Естественно, он не допустит никакого внешнего влияния и возможности ослабления его власти. Ни через экономику, ни через политику, ни через какие-то договоры, которые, я не исключено, что он может подписать, но абсолютно не будет исполнять. То есть, если они несут личной власти. То есть фактически вы утверждаете, что вот этот союз политический, если союз, или даже такой, которым сообщил коммерсант, да, возможен только через труп Лукашенко, грубо говоря. Сам он на такое не пойдет. Сам он будет до последнего цепляться за власть. Скажите, а как сейчас выглядит военный союз России и Белоруссии? Вот будем по секторам брать. Экономика сильно зависимая, это мы знаем, как бы это и не секрет, и в Беларуси все говорят. А вот как военные и спецслужбы связаны на данный момент России и Белоруссии? В данный момент идут совместные учения, это периодические, которые, скажем так, не приводят потом к иногдаемым негативным последствиям. Со стороны экспертов было много опасений по предыдущим учениям. Взаимосвязь очень сильная. Тут можно сказать, что буквально лет 5 назад или немного даже раньше Александр Лукашенко предпринял некоторые чистки в силовом аппарате и спецслужбах и избавился от людей, напрямую связанных с Москвой через получение учебы в свое время, через какие-то контакты, но связь продолжает оставаться достаточно серьезной, и не исключено, что наши силовые ведомства в случае каких-то агрессивных действий со стороны России будут более чем лояльно встречать такие действия в отношении Беларуси. Скажите, пожалуйста, может быть, это последний даже вопрос. Вот всегда существует угроза широкомасштабного вторжения России в Украину. Но мы знаем, как расположены войска, и мы знаем, что определенные части российских войск находятся на территории Беларуси и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, вот вы, как человек, находящийся внутри Беларуси, в случае, если Путин решит напасть на нашу страну, сохранит ли Белоруссия нейтралитет хотя бы, или она, ввиду того, что является союзником России, примет участие в таком масштабном вторжении вдоль всей границы, если предположить, что оно случится? Это будет тяжелое решение для белорусских властей. Опять-таки оно будет граничить с самоубийством. То есть та позиция, которую
заняло белорусское руководство с 2014 года, нейтральной страны, позволяет вот все эти годы получать определенные выгоды как по отношению с Востоком и Западом. И если однозначно определить себя союзником, который беспрекословно исполняет любую прихоть со стороны Кремля, это потеря возможности для маневра. И я не думаю, что Александр Лукашенко в трезвом уме будет согласен на такой шаг. Хотя неизвестно, насколько сильно влияние и насколько сильны рычаги, которые могут его принудить сделать. Поэтому исключить тут тоже невозможно. Ну и, наконец, простой вопрос, еще один у меня возник. Вот простой вопрос даже обывательского характера. Будет Лукашенко сопротивляться, не будет сопротивляться. В конце концов, не все от него зависит, да? Вот, в принципе, аншлюз Белоруссии при желании Москвы возможен? Вот присоединение такое любым способом, гибридным, таким-сяким. Чувствуете ли такую угрозу вы и белорусское общество? Я думаю, что 25 лет независимости, они не прошли, даже уже 30 лет, можно сказать, скоро будет, не прошли даром. И можно вспомнить события второй половины 90-х лет, когда Александр Лукашенко только начинал реализовывать мечты о союзном или о едином государстве вместе с Борисом Ельциным. И тогда просто десятки тысяч белорусов выходили с протестами на улицы. Я напомню, что это было буквально считанные годы после восстановления независимости. Сейчас целое поколение выросли в независимой стране, и пусть вопрос не стоит так остро, пусть мы не видим массовых акций последние годы, но в случае каких-то реальных действий, которые будут направлены против белорусской независимости, я думаю, что это будет очень болезненно воспринято белорусским обществом и очень болезненно аукнется всем инициаторам идеи утраты независимости Беларуси. Спасибо, Юрий. С нами был Юрий Губаревич, лидер движения «За свободу» из города Минска, столицы Беларуси. Спасибо, Юрий.